Ну что же, ситуация не позволяет расслабиться, и мы опять возвращаемся к вопросам, связанным с бездействием нашей власти. Напомним, что стороннее вмешательство в муниципальные выборы в Абхазии и полное игнорирование этого вопиющего факта как со стороны избирательных комиссий в районах, правоохранительных органов, так и верховной власти поставило общественность перед необходимостью придать огласке кириенковский выборный инструментарий. И сделано это было общественными активистами. 5 октября в офисе якобы редакции газеты «Абхазский вестник», учредитель газеты, советник президента Ахрас Мыр, были задержаны 3 иностранных политтехнолога, которые занимались выборами в местные органы самоуправления нашей страны и работали в тесной увязке с администрацией президента Бадры Гунба. Посещая избирательные комиссии в районах и изымая необходимую информацию, они ссылались на Бадру Гунба как на ближайшего дружбана. Главы районов и избиркомов только разводили руками и поднимали глаза в потолок, указывая на Всевышнее поручение и бессмысленность своего существования как минимум в должности. Похоже, что на сей раз гордых абхазов, обремененных должностными полномочиями, такое вмешательство во внутренние дела их страны не очень и коробило. За 3 дня до выборов дюжина гражданских активистов нагрянула в офис, в котором трудились иностранные манипуляторы, имеющие большой опыт фальсификации на выборах как в Абхазии, так и за ее пределами, и прервала деятельность борзой тройки. После скандала в офисе на Абазинской 3 граждан России, осуществлявшие в Абхазии преступную деятельность, связанную с вмешательством во внутренние дела суверенного государства, активистами были переданы правоохранителям. И вот здесь начинается самое интересное. Наши чекисты и милиционеры вместо того, чтобы опросить задержанных, которые нарушили огромное количество абхазских законов, собрать информацию, необходимую для доследственной проверки, провести необходимые доследственные мероприятия, были озабочены только одним. Они пытаются изъять оборудование, переданное, особо подчеркну, добровольно переданное гражданским активистам. Получив оборудование, наши доблестные правоохранители везут задержанных на государственную границу вместе с оснащением. И очень просят СМИ не употреблять слово «выдворили». Прокуратура на этом этапе дистанцируется. Дальше все по сценарию. Абхазские правоохранители молчат, потому что молчит Бадра Гунба. Манипуляторы, почистив перышки, в образе избитых и обобранных героев делают ряд плаксивых публикаций в соцсети и пишут заявления в следственные органы России. Вот, мол, сидели спокойно туристы, агнцы божии, курили и созерцали помещения, а к нам просто так, безо всякого повода, ввалились дикие абхазы. Конечно, их избили до смерти и обобрали до нитки. Следственные органы России шлют документы абхазским правоохранителям. А у вас что на них? А у наших по методичке ничего. И в Россию отправляется список диких абхазов, почти 20 человек, неугодных власти, среди которых и те, кого в стране не было. И по этим абхазским спискам сочинские следаки публично объявляют в международный розыск 3 из списочного состава: депутата парламента, главу Айтгыларакана Кварчия, его заместителя, экс-замгенпрокурора ШСО Какалия и члена Высшего совета Аруа Ханудума, засветившегося в соцсетях откровенными высказываниями. Почему только 3? Ну, во-первых, самые говорливые, а во-вторых, щипковый метод себя оправдывает, особенно в условиях Абхазии. Важно не создавать критическую протестную массу. Это знают и абхазские правоохранители, которые вместо того, чтобы возбудить дело на зарубежных манипуляторов, задержанных ими на месте преступления, предпочитают сдавать своих граждан. История не новая. Остальные или пойдут 2-м эшелоном, или замолчат. Выбор невелик.
Так что парадигма якобы новой абхазской власти, за которую так бился и бьется российский куратор Абхазии Сергей Кириенко, осталась прежней и направлена исключительно против тех, кто сопротивляется уничтожению абхазской государственности. Кремлевские кураторы, будь они хоть трижды рожденные в Абхазии, очевидно, не совсем понимают последствий своего хамского вмешательства. А если и понимают, то голова за Абхазию у них болит меньше всего. Поэтому меня интересуют сейчас не российские следственные органы и кураторы, которые думают, что действуют в интересах своей страны. В конце концов, так поступают любые империи, хоть малые, хоть большие. Меня интересует наша абхазская власть, которая якобы сменилась и якобы ничего плохого пока не сделала. Меня интересует, почему правоохранительные органы Абхазии, СГБ, Совбез не увидели угрозу национальной безопасности страны ни на президентских, ни на местных выборах. Меня интересует, почему молчит оппозиция, собравшая на выборах официально чуть меньше, а на самом деле большую часть абхазского электората. Меня интересуют исчезнувшие неправительственные организации, много лет защищавшие демократические процессы в Абхазии. Где вы все? Сообщите народу о своей позиции. Меня интересует, есть ли в нашей стране глава государства и какую функцию он теперь выполняет. Если он передал свои полномочия, то надо оповестить об этом абхазский народ, чтобы мы знали, кому выдвигать свои обвинения. И это все, что сегодня требуется от нашего молчаливого свадебного генерала Бадры Гунба.